Республика Ингушетия восхищает своим видом край башен и горных вершин. Не оставляет никого равнодушным многовековая история благородного народа республики. Президент России Владимир Владимирович Путин, федеральные органы исполнительной власти, руководство региона и лично глава Ингушетии Махмуд Али Макшарипович Калиматов прилагают все усилия для того, чтобы республика не только жила своей славной историей, но и активно развивалась, уверенно смотрела в будущее. В 2022 году у властей Ингушетии в этом деле появился надежный соратник – предприниматель и меценат Микаил Гуцериев. В ноябре 2022 года Махмуд Али Калиматов и Микаил Гуцериев договорились о реализации на территории Ингушетии значимых проектов в сферах образования, культуры, здравоохранения, туризма, а также поддержки социально уязвимых категорий населения. Поддержка этих инициатив осуществляется благотворительным фондом «Сафмар», а также специально созданным по инициативе Федерального центра для финансирования проектов в Ингушетии фондом «Возрождение». Вот каких результатов удалось достичь всего за 1,5 года работы. В горной Ингушетии активно ведется реконструкция башенных комплексов. Это уникальные памятники средневековой архитектуры, монументальные сооружения, известные далеко за пределами республики. Это историческое и культурное наследие Ингушетии. К сожалению, многие башенные комплексы на протяжении десятков лет пребывали в запустении. Во имя сохранения исторической памяти Ингушетии фонд «Возрождение» при поддержке Федерального центра, руководства республики и лично Махмуд Али Калиматова начал масштабную программу восстановления башенных комплексов региона, которая будет проводиться в полном соответствии с традициями ингушского зодчества. На территории горного района республики уже отреставрировано 5 башенных комплексов – Бишт, Морч, Харпи, Ни, Гоуст. Ведется активная работа на комплексах Келли, Эбон, Пуй. В настоящий момент проводится инвентаризация всех памятников исторического наследия на территории горного района, чтобы в процессе реставрации не обойти вниманием ни один из них. Работой занимается группа ученых-археологов из Санкт-Петербурга. В результате все башенные комплексы Ингушетии вновь превратятся в величественные монументальные строения, каковыми их много веков назад создавали предки. Дальше قهتم بيا يميكا حنوقصن أولودا إحتيا يكون واجن برغتوي داو واجوح могут мяшвах дал у нас оно еще. Кроме того, в горном районе Ингушетии фонд «Возрождение» финансирует реконструкцию древнейшего на территории России христианского храма Тхаба-Ерды, замкового комплекса Вовнушки. Эти объекты являются главными туристическими достопримечательностями, визитной карточкой Ингушетии. Уже завершены все проектные работы, на месте активно трудятся археологи, задача которых выявить и сохранить все артефакты, которые будут найдены в местах с такой богатой историей. В горах Ингушетии фонд «Возрождение» также обустраивает удобные остановки для отдыха местных жителей и гостей республики. Таких остановок в горном районе уже более 20. Данный проект внесет важный вклад в развитие удобной туристической инфраструктуры в республике, что соответствует основным приоритетам федеральной политики в области развития туризма. Я из города Тулы, где тульские пряники и тульские самовары. Огромный привет жителям Ингушетии от туликов. Приехали посмотреть вашу прекрасную республику, вашу прекрасную природу. И знакомство с вашей республикой начинается с такого прекрасного места. Привалы, они делают места более привлекательными для туристов. И я думаю, что это плюс, опять же, этому месту. И если про это рассказывать, и туристы про это будут знать, то я думаю, поток увеличится. Другой значимый проект фонда «Возрождение» в горном районе – масштабный капитальный ремонт и реконструкция детского лагеря Эрзи. Здесь уже совсем скоро будут обновлены как жилые и административные здания, так и инженерные системы и коммуникации. Особое внимание уделено благоустройству территории и ее озеленению. Важнейшей для сохранения исторической памяти народа Ингушетии является программа по реконструкции и благоустройству всех кладбищ в республике, как мусульманских, так и православных. Уже приведено в порядок более 40 кладбищ. Территорию всех 140 кладбищ в Ингушетии благоустроят до конца 2025 года. Здесь очистят землю от сорняков и бурелома, приведут в порядок все захоронения, восстановят ограждения, обустроят парковки, построят молитвенные сооружения. В общем, сделают все для того, чтобы почтить память предков жители республики могли в достойных условиях.
вот эта вот маленькая тропинка, которую проложили глава республики Микаил Сафарбекович, превратится в широкую трассу. Люди уже потоком будут тянуться сюда, в республику, чтобы проведать своих родственников, найти. Молодежь сейчас в основном взрослых не осталось, но их потомки, молодежь будет искать своих стариков, которые остались здесь. Вот эта начатая программа, я не думаю, что она закончится так вот. Это будет еще последствия в том отношении, что благодарность людская и родственников, которые будут сюда приезжать, это будет память большая. Мы отвечаем благодарностью на движение сердца таких людей. Я думаю, что мотивы, по которым они делают те или иные поступки, свидетельствуют о них как о людях верующих. И я думаю, что не благодарность только людской, но милостью Всевышнего они ожидают, ищут. Поэтому я думаю, что Господь воздаст им за их доброе дело. Благотворительный фонд «Возрождение» также профинансировал работы по обновлению мемориала жертвам событий 1992 года Уазот-Кашмыш. Заметны проекты фонда и в социальной сфере – образования, здравоохранения, поддержки незащищенных слоев населения. Так, фонд провел капитальный ремонт школы-гимназии «Марем» в городе Магаз. Здесь заменили полы, сантехнику, системы отопления и водоснабжения, отремонтировали окна, провели внутреннюю отделку всех помещений. Фонд приобрел новые парты и стулья для учеников, которые теперь будут обретать новые знания в максимально комфортных условиях. В сельском поселении Троицкое завершена масштабная реконструкция жилых и административных зданий и благоустройство территории дома-интерната «Забота». Здесь заменена водонапорная башня, обеспечивающая водоснабжение дома-интерната. Проведена новая система канализации. На всей территории интерната положено асфальтное и брусчатное покрытие. Обустроены беседки для детей, установлены пандусы. Во всех помещениях проведен ремонт. Заменена вся сантехника и система вентиляции, отремонтированы фасады. Закуплено новое оборудование для административно-хозяйственных нужд дома-интерната. Мы этого очень долго ждали. Здесь последний раз был ремонт 30 лет тому назад. Капитальный вот такой ремонт. Мы жили в очень тяжелых условиях. Сейчас мы очень довольны, благодарны от всей души, потому что сегодня работает для нас одно удовольствие. В настоящий момент фонд «Возрождение» в рамках решения поставленных Федеральным центром задач по диагностике и предупреждению заболеваний при поддержке главы Ингушетии Махмута Али Калиматова строит в республике современный многопрофильный медицинский центр с полным циклом диагностики. Здесь будет установлено оборудование ведущих мировых производителей, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, техника для рентгенологических, эндоскопических и УЗИ исследований. В диагностическом центре будут работать специалисты по неврологии, кардиологии, эндокринологии, гинекологии и урологии, стоматологии и другим востребованным медицинским направлениям. Центр будет рассчитан на прием до 500 посетителей в сутки. Для нас это большое дело, огромное дело. И понимание благотворительного фонда, вас, как инвесторов, мы готовы со своей стороны, как руководитель региона, способствовать этому. Для республиканского перинатального центра фонд «Возрождение» уже приобрел современный реанимобиль, а для аэропорта Магаз – специальный амбулифт, который существенно облегчил посадку в самолет маломобильных граждан. Очень нам удобно, было вообще невозможно спускаться, очень тяжело было, приходилось кого-то просить. А сейчас такая возможность, без проблем можно выехать, без посторонней помощи. Перед новым учебным годом фонд «Возрождение» закупил новые современные учебники почти для всех школ в республике. К праздничным датам фонд обязательно готовит подарки для детей и малоимущих семей республики, а также для жителей региона с ограниченными возможностями здоровья. Для организации комфортных перевозок по территории республики и в соседние регионы фонд «Возрождение» приобрел для нужд правительства Республики Ингушетия комфортабельный современный автобус. А администрации Карабулака и Джайрахского района фонд передал несколько единиц коммунальной мультифункциональной спецтехники, которая позволяет круглогодично обеспечивать поддержание городской инфраструктуры в надлежащем состоянии.
Работает фонд «Возрождение» и в направлении культуры. Так, в соответствии с задачами Федерального центра по повышению доступности культурных учреждений по договоренности с руководством региона, в городе Сунжа отреставрирован построенный в 1956 году Дом культуры. Там же построен большой выставочный комплекс. Оказывается поддержка государственной филармонии, приобретены современные музыкальные инструменты и оборудование, а также микроавтобус для того, чтобы творческие коллективы филармонии могли в комфортных условиях ездить на выступления по республике и за ее пределами. В 2024 году Фонд «Возрождение» поддержал серию новогодних благотворительных представлений, проходивших с 1 по 3 января. В общей сложности их посетили более 6 тысяч человек. Мне очень нравится мероприятие, тут очень много народов, тут детей много, которых радуются этому празднику. Очень понравился концерт, все хорошо сделали, отлично. Здесь очень много аниматоров, я никогда не была здесь, мне очень нравится, всех Новым годом. Организацию и поддержку крупных культурных мероприятий на праздники фонд планирует продолжать и в дальнейшем. Так, в качестве подарка женщинам и девушкам Ингушетии к Международному женскому дню фонд организует праздничные концерты с участием звезд российской эстрады. Важным направлением деятельности фонда являются вложения в инфраструктуру республики, направленные на повышение качества жизни в регионе. Сейчас группа «Сафмар» строит в Магасе современный торгово-развлекательный центр общей площадью 8 тысяч квадратных метров. Сам комплекс, строительство которого завершится до конца 2024 года, будет располагаться под землей, а входные павильоны органично встроятся в наземное пространство. Объект станет центром притяжения для жителей всей Ингушетии. Он станет уникальным для республики пространством для отдыха и шопинга. Здесь будут 2 ресторана, магазины, в том числе федеральных розничных сетей, ранее не представленных в республике, кинотеатры, благоустроенное наземное пространство. Площадь у башни Согласия станет центром проведения городских и республиканских мероприятий любого масштаба. Самым масштабным проектом группы «Сафмар» на территории республики, отвечающим задачам федеральных программ по цифровизации, реализуемым при полном содействии руководства Ингушетии, является создание IT-кластера. 20 февраля 2024 года в Магасе начала работу Академия цифрового развития, уникальный центр развития компетенций в сфере информационных технологий и управления технологичным бизнесом. Академия цифрового развития объединит в себе бесплатную школу программирования «Школа-21» и бизнес-акселераторы Ингушетии, направленные на методологическую и интеллектуальную поддержку предпринимателей, развивающих бизнес в сфере высоких технологий. Потребность в специалистах, айтишниках, она вообще в любой сфере, понимаете, как сказал Герман Оскарович, и в сельском хозяйстве, и везде, понимаете. Поэтому для нас это очень важно было. И я только могу сказать спасибо, еще раз спасибо. Еще одним элементом образовательного кластера в Ингушетии станет открытие в июле 2024 года IT-отеля. В отеле будут бесплатно проживать обучающиеся Академии цифрового развития, которые приезжают из других регионов России. Также при участии Федерального центра, властей региона и лично главы Ингушетии Махмута Али Калиматова группа «Сафмар» планирует создать инновационный научно-технологический центр и технопарк. Этот центр станет площадкой для научных исследований, направленных на разработку передовых технологий для бизнеса и повседневной жизни, а в рамках технопарка будут создаваться и работать высокотехнологичные производства. Таким образом, проекты фонда направлены не только на решение текущих задач, но и на создание инфраструктурных, стратегических возможностей для реализации того мощного экономического, социального, культурного и кадрового потенциала, которым обладает Республика Ингушетия. Ингушетия застоялась, ей нужно идти вперед. Она не может жить сельским хозяйством, она не может жить прошлым. Она устала от прошлого. Она от прошлого устала, она должна идти вперед. И мы должны идти вместе с соседями нашими. И Кавказ должен идти вперед. Только перевернув сознание, можно перевернуть жизнь людей к лучшему. И это будет сделано.